И сразу же, связано с этим, я хочу вам ответить. Главной мотивацией того, что я пришел сюда и подал, и хочу вот, участвую в этом процессе, и хочу выиграть, для меня самая главная задача – это стабильность нашей страны. Экономическая политика нашей страны, прогресс или развитие для такой маленькой, емкой, 6-миллионной страны – это вообще не проблема в международном опыте. Я разговаривал в прошлом году в Японии с заместителем мэра города Токио и с одним высокопоставленным чиновником Министерства иностранных дел Японии. И мы как-то обсуждали, они говорят, слушай, ну интересно, конечно, все в мире происходит, но ваша страна настолько маленькая, говорит, даже говорить не стоит. Вы знаете, что такое город Токио? Вместе с прилегающими районами, как вот у нас вокруг Бишкека. Его называют Большой Токио. 32 миллиона населения. 32 миллиона населения, город чистый. Метро, 3 вида работает. Автобусы ходят без опозданий. Трафика на дорогах нету. Движение скорости автомобиль от 40 до 50 км в час. Но пробок таких, как у нас, нет. Что происходит вообще? Я разговариваю с нашими чиновниками, государственными чиновниками. Они даже не понимают, что есть процесс глобализации в мире. Что мы живем не на острове с вами. Мы живем среди соседей, в регионе, где есть большие игроки, где есть маленькие игроки, где есть очень серьезные государства, которые пытаются проталкивать свои интересы. И мы должны понимать, куда мы двигаемся и с кем мы двигаемся. Если уж наши государственные мужи первого эшелона власти заявляют о том, что у нас являются стратегическими партнерами определенные государства, там Россия, страны ОДКБ, так мы должны это делать. Но пока, вот как международник, который более-менее, я думаю, по сравнению с простым населением, понимающий, что происходит на свете, и у нас, я вижу только риторику. На самом деле, шаги совершенно в другую сторону уходят. Мы даже не можем нормально взаимодействовать с государствами, которые нас окружают. Я всегда привожу пример, я думаю, если этот слух дойдет до президента Таджикистана, может быть, он не обидится на меня. Вот моя одна из последних встреч с моим руководителем и президентом Таджикистана была, он рассказывал про взаимоотношения с разными государствами. И потом дело дошло до Кыргызстана, и он говорит, Кыргызстан, он знает меня, что я из Кыргызстана, но мы как в качестве международных чиновников, а там с кем разговаривать? Там же колхоз, там же государственников нет. Мне было тяжело. Потом я вышел после встречи, у нас формат был 1+1, 2 человека, 2 человека. Вышли, мой шеф говорит, ты же понимаешь, что нормально, ведь это эмоции бывают, то все. Я понимаю. Другой пример я вам привожу. Элементарные вещи. Не надо быть гением или там, я не знаю, человеком, который должен... Это элементарные вещи для политиков. Конференция министров иностранных дел в Алма-Ате по угрозам. В ходе конференции идут двусторонние встречи, называются. 15-20 минут разговаривают между собой, встречаются с заместителем генерального секретаря, которого я сопровождаю, разговариваем и обсуждаем вопросы безопасности. Не хочу называть фамилию, приходит наш министр иностранных дел. 20 минут. Он говорит, вы знаете, у нас проблема, говорит, у нас есть 50 водителей-дальнобойщиков, которые возят наш груз, говорят, из Киргизстана через Таджикистан в Афганистан. И таджики строят проблему, говорят. Как можно этот вопрос решить? Я не знал, куда деться. Кто готовил этого министра иностранных дел к этой встрече? Вопросы безопасности стоят. Министр иностранных дел со своей свитой приходит. Заместителем генерального секретаря обсуждают на конференции вопросы безопасности региона. И он 20 минут посвящает 50 дальнобойщикам. Да, это тоже важно. Это тоже нужно. Но это же другой уровень обсуждения. Или я в прошлом году осенью был на конференции в Таджикистане. Представители финразведки были, представители госбезопасности были, финансовой полиции. Мы обсуждали вопросы отмыва денег, которые уходят из нашей страны, из других стран региона. Конференция, 10 минут, полчаса, перерыв, люди идут, общаются с собой. Наши 5 членов делегации, я был, как всегда, независимый эксперт, 5 человек уходят в сторону и чай пьют между собой.
Я подхожу, один кофе-брейк пятером, второй кофе-брейк. Я подхожу, говорю, ребята, чем вы занимаетесь? А что случилось? Я говорю, вы впятером приехали из Кыргызстана. Ваша задача донести ваши проблемы на этой конференции, задать вопросы. В кулуарах, в перерыве, обед, кофе-брейк, вы должны разговаривать с вашими коллегами разных стран, понять, что у них происходит, обменяться информацией, задать вопросы жесткие, получить что-то. Вы что, приехали сюда чай пить вместе? Пейте чай в Бишкеке. Вот везде вот такая ситуация. Везде. Или приезжает наш один из руководителей 4 наверху, опять же не буду называть вам фамилию, приезжает в Шанхай, Китай, и заявляет, да, мы готовы подписать вот это двусторонние отношения с Китаем, нормально, это хорошо. Извините меня, если вы вступили в Евразийский экономический союз, подписали этот документ, в этом документе прописаны основные принципы взаимодействия между этими государствами. Вы должны отталкиваться от этого. Вы не можете, перечеркнув то, что вы недавно подписали, заниматься отдельным двусторонним отношением. То есть никакого понимания нет. Куда мы с вами идем? Мы плывем в корабле, у которого нету капитана, и у которого нету курса. Ветер подул влево, мы пошли влево, ветер подул вправо, вправо. Может быть, мы сядем на мель, а может быть и нет. Иншаллах. Вот что происходит у нас сейчас.